Как можно у всех на глазах своровать почти 2 миллиона? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в чем разоблачили наше правительство. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Антикоррупционное агентство Таджикистана подтвердило хищение почти 2 миллионов сомани в агентстве по надзору в сфере науки и образования при президенте Республики Таджикистан и возбуждении уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере в отношении ответственных лиц этого ведомства. В письменном ответе антикоррупционное ведомство сообщило, что уголовное дело было возбуждено 21 июля 2022 года по статье Б части 4 статьи 245, и в настоящее время ведется предварительное расследование. Азия Плюс обратилась в это ведомство с просьбой дать информацию о задержании ответственных лиц агентства по надзору в сфере образования, в том числе бывшего руководителя этого ведомства Шахина Саидзада, главного бухгалтера Махмад-Сидика Мухмадзакира и бухгалтера Мавзуны Черкинзада и кассира Сафара Лоика. Однако в антикоррупционном органе Таджикистана сослались на часть 1 177 статьи Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в соответствии с требованием которой следствие считает незаконным разглашение сведений предварительного следствия. Как вы думаете, их на самом деле накажут или просто поделят деньги между собой и прекрасно забудут об этой истории? Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таким образом, неизвестно, кем являются ответственные лица агентства по надзору за образованием, в отношении которых возбуждено это дело. Однако средства бюджетных учреждений обычно не расходуются без разрешения руководителя. О хищении и задержании вышеуказанных лиц ранее сообщил портал Бамдот со ссылкой на 3 источника. Отмечалось, Шахин Саидзада, сын главы комитета по ТВ и радио Нуриддина Саида, был задержан по подозрению в хищении денежных средств и злоупотреблении служебным положением, однако затем отпущен под залог. Сообщалось, что Шахин Саидзада был освобожден из-под стражи в конце августа, а 7 сентября вернул 700 тысяч сомани из похищенных средств. Между тем, остальные задержанные, несмотря на то, что тоже возместили недостачу, остаются под стражей. Шахин Саидзада с 2017 по 2020 год был заместителем начальника службы по надзору в сфере образования, а с 2020 по 2022 год возглавлял агентство по надзору в сфере образования. В феврале 2022 года президент Эмомали Рахмон освободил его от должности в связи с переходом на другую работу. Однако спустя более полугода так и не назначил его на новую должность. Как вы относитесь к таким хищениям внутри страны? Ведь они действительно разворовывают ее по кирпичикам, тем самым расслаивая населению на очень богатых или очень бедных, а средний класс с каждым годом все уменьшается и уменьшается. Как вы, в принципе, относитесь к экономической обстановке в Таджикистане? Если у вас чем пожаловаться и что предложить, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.